Ваша одна из главных задач, не то что первая, вторая, но 10-я задача, пускай будет, аттестацию всех тренеров. Развитие спорта в Ингушетии, как это видят чиновники и спортивные тренеры. Глава региона провел плановое совещание. Депутаты против приватизации памятников истории и культуры. Парламентарии рассмотрели повестку предстоящего расширенного заседания. Садоводов готовит, агрономов готовит в саду. Он полдня в аудитории, полдня в саду, каждый день. Беседа с немецким профессором и экскурсия по предприятию. Студенты аграрного техникума посетили сад-гигант. Сегодня с утра я выдал 1150 бутылок. Один из самых востребованных товаров в Назране начали производить бытовую химию. Эта бизнес-идея реализована с помощью госпрограммы. По предположению, это датируется где-то 4-6 веком нашей эры. Ценные находки в Краеведческом музее изучают новые экспонаты. Какую историю хранят в себе древний меч и керамический сосуд. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Большинство спортивных федераций Ингушетии не имеют аккредитации. Об этом говорилось на совещании с участием главы региона, чиновников и представителей спортивного сообщества республики. Встреча прошла во Дворце спорта. Там присутствовал Микаил Тангиев. На повестке дня вопрос о наличии удостоверений у действующих тренеров. Юнузбек Евкурова отмечает, многие обучают воспитанников, не получив на это соответствующее разрешение. Но вести тренерскую деятельность, не пройдя специальную аттестацию, недопустимо. Ваша одна из главных задач, не то что первая, вторая, но 10-я задача, пускай будет, аттестацию всех тренеров. Есть тренеры, которые не имеют корочки, отправьте их учиться, если они обучаемые. Я вам так показывал вот эти письма, сообщения. Чемпион мира по кикбоксингу, чемпион мира по такому-то будет хороший. Да не будет он хороший тренер. Хороший спортсмен, он не хороший тренер. Не бывает так. Из 10 тренеров, хороших спортсменов, 2-3 могут быть хорошими тренерами. А остальные хорошие спортсмены, просто хорошие спортсмены. Что вы себя-то обманываете? Он может быть помощником тренера, но не тренером никак. В республике создано 29 спортивных федераций, большинство из них до сих пор не аккредитованы, то есть функционируют лишь по факту, но не по закону. Этот вопрос на встрече поднимают в первую очередь. В итоге эти федерации лишаются многих привилегий со стороны Минспорта, например, таких как присваивание спортивных званий и господдержки в разных направлениях. Неаккредитованные федерации – это то, что мы можем сделать и должны были обязаны сделать. Это не касается финансирования большого. Но когда в республике существует федерация, и она не аккредитована по какой-то причине, это уже вообще не порядок, это нонсенс. Такого не должно быть. Наметили здесь и план по развитию всех видов спорта в республике. Особенно уделили внимание олимпийским видам, таким как футбол, баскетбол, бокс, дзюдо, вольная борьба и многие другие, для развития которых в республике есть все перспективы и хорошие возможности. Если мы хотим заявиться на Олимпиаде, у нас есть олимпийские виды спорта, и их надо культивировать в первую очередь. На них надо сосредоточить внимание, наше в том числе, в Москве, если эти вопросы касаются, я уже говорил давно, может создать какой-то фонд, уже вот цикл подходит уже для решения. Представители спортивных федераций не упустили случая задать волнующие их вопросы. Оказание финансовой поддержки и просьба обратить внимание на ряд проблем, связанных с развитием отдельных видов спорта. На каждый из них Юнузбек Евкуров дал развернутый ответ. Прозвучал вопрос и от президента Федерации автоспорта Ингушетии. В 2012 году рекорд вот этой слепцовской трассы был прохождение трассы 13 секунд. В этом году уже наши гонщики уже 9,1. Уже нам не хватает тормозного пути, чтобы там остановить. Насколько его надо расширить?
300-400 метров, если бы мы удлинили ее, в принципе, нам бы это хватило. Поставьте поручень, там Сунжерский район, кажется, это относится, или Сунжер, полностью вдоль, вправо-влево, вот те, которые у нас там получили участки, они должны были там создать условия, инвестиционные проекты были, там, гостиницу, кафе, там, все остальное. Вот поэтому отдельно там подготовьте протокол, включите и мне доклад. И из этих товарищей тогда мы продумаем вопрос, чтобы вас там поддержали. Ну, пока так и катайтесь на 14 секунд, хорошо? С предложением проводить Кубок главы республики по шот-санлат также обратился основатель национального вида спорта. Мы знаем, что в этом шикарном виде спорта здесь еще за арендную плату и так далее. Может сделать для нас, для национального вида, хотя бы в проведении этого кубка, на котором мы будем приглашать в скором времени наших гостей. Директор где у нас? Спонсором надо. Ну, слушай, единственный национальный вид спорта. Это типа ушу, карате, сумо, да, айкидо, там, кудо, вот шот-санлат. Тоже японское название шот-санлат. Да. Поэтому единственный национальный вид спорта, наш, республиканский. Поэтому, конечно, зеленый свет и бесплатно давайте ему аренду. Хорошо? Все. Завершая встречу, глава республики пожелал всем собравшимся плодотворной работы в спортивной сфере. Благодаря поставленным сегодня задачам удастся решить многие вопросы. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. В Нассер-Корте стартовал всероссийский турнир по хоккею среди юниоров на Кубок главы Ингушетии. На торжественном открытии соревнований присутствовали Юнусбек Евкуров и Залимхан Евлоев. В турнире участвуют 6 команд. Состязания на льду продлятся 2 дня. Юсуп Килисханов продолжит. Всероссийский турнир по хоккею на Кубок главы региона стартует под звуки гимнов России и Ингушетии. На соревнования помимо ингушской съехались еще 5 юниорских команд из Ставропольского края, Осетии, Чеченской республики и Краснодарского края. С приветственной речью к участникам соревнований и гостям обращается глава республики. Всем спасибо, что приехали. Я надеюсь, что вам первое понравится лед, игра. И здесь, в принципе, главное участие должны победить. Если каждый будет стремиться победить, то это хорошая игра. Ну, конечно, здесь надо. Старт дан, шайба на льду. Первыми на лед выходят 2 команды, в каждой из которых по 6 участников, 5 полевых и вратарь. Ингушский РЗ против краснодарских акул. 3 периода по 20 минут. В начале первого тайма хозяева соревнований пропускают шайбу. Первым отличился Тимофей Кудаков. Мне дали передачу, я выбежал 1 на 1 с вратарем и просто я думал, что не забью, но я подбросил верхом и она залетела. Ну, мы каждый день отрабатываем вот это комбинацию вот эту. И у нас каждой командой обязательно получается такой гол. Такие сложные комбинации хоккеисты, несмотря на юный возраст, знают, что называется, на зубок. И забитый гол никак не отражается на настрое ингушских орлят. В погоне за шайбой хоккеист умудряется нарушить правила. Команда продолжает игру уже в меньшинстве. Мы не сдаемся, время еще есть, мы думаем, что мы выиграем. А тем временем трибуну заполняют все больше болельщиков. Ахмед Аушев приехал поболеть за своего племянника, который играет в команде РЗ. Хоккей в республике только набирает обороты. Наша команда еще совсем молодая, и у нее еще все впереди, считает Ахмед. Опыт набирает здесь. Я же дикий дабл хедикетерсон. Официально турнир вот нормально дабл хри. А две команды ангустяж в футболе. Команда Даугельветиги. В перерывах между периодами тренеры делают своего рода инструктаж для поднятия духа молодых хоккеистов. Во втором и третьем периодах краснодарская команда так и продолжает атаковать ворота РЗ. В итоге удача оказалась на стороне гостей. Команда, конечно, наша на сегодняшний день первую игру она выиграла, да, мы ее готовили, и тренера оказали огромную работу с командой, провели, чтобы достойно на этом турнире выступить. Но, конечно, к нам приехали 2 команды очень сильные, которые сегодня выступают на России по СКФО. Это краснодарская команда «Акулы», вот, которая сейчас играет. Эта команда, она еще зародилась лет 8 назад.
Олеся Юнусова приехала из Ставропольского края в Ингушетию с одной целью – поболеть за свою сборную команду с говорящим названием «Виктория», в которой нападающим играет ее сын. Правда, в группе поддержки еще и 5-месячная Алина. Пожалуй, такой поддержке позавидует каждый, кто выходит на лед. В семье Юнусовых любовь к хоккею прививают с раннего детства. Турнир очень замечательный. Нам здесь очень нравится, очень гостеприимный. Все команды очень сильные. Надеемся, конечно, на победу, но выиграет сильнейший. Следующими на лед выходят хоккеисты Северной Осетии и второй краснодарской команды. В первом же периоде за явным преимуществом отличилась команда Осетии. Счет 8-0. Впрочем, соперники так легко сдаваться не намерены. Но в упорной борьбе отыграться команде так и не удается. 12-0 далеко не в пользу Краснодара. Команды очень хорошие все. И ваша команда подготовлена хорошо, и команда Чеченской Республики, Краснодарский край. Они не раз все встречались, поэтому я могу сказать так, что из года в год, из турнира в турнир их уровень растет. И они, во всяком случае, они более развитые, чем их сверстники, те, которые не занимаются спортом. Организаторы на проведении одного турнира останавливаться не собираются. Соревнования по хоккею на Кубок главы республики планируют сделать ежегодным. Впрочем, самые зрелищные поединки на льду еще впереди. Финальные матчи пройдут завтра, тогда и определятся победители турнира. Юсуп Гелесханов, Рахман Цуров, Новости 24. В парламенте прошло очередное заседание Совета. Депутаты рассмотрели повестку предстоящего ежемесячного итогового заседания. Народные избранники также подготовили к рассмотрению еще ряд важных вопросов. Депутаты против приватизации памятников истории и культуры в горной части республики. На предстоящем заседании планируется заслушать доклад руководителя управления Росимущества о состоянии объектов культуры. Ингушетия получит 200 миллионов рублей из федеральной казны. Правительством России выделено более 11,5 миллиардов рублей на поддержку бюджетов 23 регионов. На финансирование в ноябре-декабре текущего года. Соответствующий документ, подписанный Дмитрием Медведевым, опубликовали во вторник на сайте Кабинета министров. Средства будут использованы на первоочередные расходы, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы. Дотации будут предоставляться в соответствии с соглашениями, заключенными Минфином России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов страны. В качестве примера поддержки со стороны федерального центра регионов страны можно привести государственные целевые программы. Благодаря им в Ингушетии появились крупные объекты, новые жилые дома, промышленные предприятия, школы, детские сады. Некоторые из них уже сданы в эксплуатацию, другие все еще строятся. Из Малгобека материал Индиры Манкиевой. В рейтинге успешной реализации ФЦП наш регион на первых позициях. Только за последние 6 лет в регионе построено более 140 объектов. По этой программе при поддержке федерального центра возведены жилые дома для вынужденных переселенцев и жителей оползневой зоны, объекты здравоохранения, образования и промышленности. Завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования запущен совсем недавно. Правда, на полную мощность он еще не заработал. По проекту завод должен выпускать 700 тысяч ламп в год. Мы недавно собирались с руководством завода, планировали по городу замену наших освещения городского. Будем пытаться уже то, что здесь производят, устанавливать в городах. Здесь где-то порядка 7-8 наименований. Это светильники ЖКХ, которые мы будем устанавливать в многоквартирных домах. Также у нас по проекту в городе, который строится сейчас, новые сады, школы, значит, там использование наших местных светильников. Ибрагим Мережков трудится на заводе несколько месяцев. Оканчивая профильный университет, молодой человек и подумать не мог, что ему посчастливится найти работу по образованию, тем более в своем родном городе. Я сам с Малгобека, да, это огромный плюс, конечно, если завод заработает на полную мощность, то, что тут работа будет и рядом, самое главное, и оплачиваться. Здесь с августа 4 месяца получается у меня должность энергетика, то есть обеспечение электроснабжения, вода и газоснабжения на предприятии. Трехэтажная школа на 720 посадочных и около 130 рабочих мест. Создаются здесь комфортные условия как учебы школьников, так и для работы преподавателей. Требования для категории людей с ограниченными возможностями здесь также учтены. 2 спортзала, один из которых полностью укомплектован для занятий по М1, просторные кабинеты и большой двор. Одним словом, все, что нужно для всестороннего развития детей.
Данная школа также строится по линии ФЦП. Работы начаты еще в мае этого года и почти уже завершаются. Объект находится на западной стороне города. Здесь на данный момент есть лишь одна школа. И проживает здесь более 3000 семей, что уже говорит о необходимости данного объекта. К Новому году объект должен быть сдан в эксплуатацию. Чтобы успеть к сроку, около 300 рабочих трудится в несколько смен. Полным ходом идут отделочные работы, благоустройство. Кладку все закончили. Пока один образовательный объект только готовится к сдаче, учащиеся 3-й Малгобекской школы никак не могут нарадоваться новому зданию. Школа открыта в прошлом году и стала большим подарком как для учеников, так и для учителей. Раньше учился в 20-й школе. Конечно, 20-я школа, она уже старая, и мне по вкусу эта школа мне больше нравится. У нас большая школа, можно бегать, прыгать, играться. Мне вообще нравится эта школа, чем старая. В школе также открыт еще и инновационный класс. Более 50 детей здесь обучаются робототехнике и электронике. Ребята, по словам учителей, подают большие надежды. Задача наша такая – сделать некую профориентацию этой молодежи, чтобы она по окончанию школы отдавала все-таки предпочтение в сторону технических, в сторону информационных специальностей. И это как раз те специальности, которые в ближайшие 10-15 лет будут доминировать на рынке труда. Наталья Картоева вспоминает, здание старой школы настолько обветшало, что уже невозможно было работать. Впрочем, неудивительно. Школа простояла больше полувека и скоро должна была отметить свое 55-летие. Работать здесь только отдавать себя и видеть своих учеников и поощрять. Все условия в нашей школе есть. И компьютер есть. По сравнению с старой школой здесь то, что на каждом этаже 3 класса. А когда 3 класса и весь класс под присмотром нас, мы видим своих учеников, есть специальное место, где можно отдохнуть. Детский сад рассчитанный на 220 мест, который также обеспечит местных жителей почти сотней рабочих мест. Строительство ведется в ускоренном темпе. Корпуса 3-этажного здания уже возведены. Рабочие заняты внутренней и внешней отделкой. Также к открытию в Малгобеке готовится еще одна школа на 704 места. Строители наводят последние штрихи. Объект готовый. 30 ноября мы планируем школу открыть. И школа, и детский сад возводятся по той же федеральной целевой программе для жителей нового микрорайона 110 гектаров. Для вынужденных переселенцев также продолжается возведение 3-этажек. 26 домов, 738 квартир. 17 из них планируют открыть в конце месяца, остальные до конца года. Идира Манкиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Профессор из Германии предлагает крупному предприятию Ингушетии новую технологию по вырубке деревьев. Об этом Герхард Боаб рассказал студентам аграрного техникума. Ребята посетили сад-гигант. Во время экскурсии по предприятию они узнали, как выращиваются и хранятся фрукты, чем удобряет почву и какой объем воды поглощают деревья в сутки. Репортаж Амины Боковой. Экскурсия для студентов аграрного техникума начинается с приятного сюрприза. Герхард Боаб, профессор Боннского университета, приехал из Германии с рабочим визитом в сад-гигант. Это уже 3-е путешествие профессора в Яблоневую долину Ингушетии. Здесь он хочет внедрить новую технологию по обрезке деревьев, которая уже успешно используется во Франции, Германии и ряде других европейских стран. Эта технология не могла не заинтересовать будущих аграриев республики. Denkt man natürlich auch im Obstbau darüber nach, was kann ich alles mechanisieren. Садоводы начинают задумываться, что можно еще механизировать. Den Schnitt, auch die Ernte, auch dort findet Entwicklung statt. В том числе и уборка урожая механизируется. Und im Moment sind wir beim Schnitt. Сейчас мы говорим о механизации обрезки. Und beim Schnitt ist es so, dass ein Teil von der Maschine gemacht wird. Часть производит работу машина. Und da, wo die Maschine nicht hinkommt, arbeiten wir weiter mit der Hand. Обрезать, мы дорабатываем вручную. В будущем, уверен Герхард Боаб, сад полностью перейдет на германские инновационные технологии. Пообщавшись с профессором, группа студентов направляется в сердце сада – хранилище готовой продукции площадью 1000 гектаров. В течение года здесь хранится около 7 тонн яблок. 250 тонн чего-то вода тут для влажности специально. Сегодня мы на практике много чего узнали. Самое интересное здесь, в этих хранилищах, где хранятся яблоки. После окончания техникума мы надеемся, что мы будем здесь трудоустроены.
Это уже вторая экскурсия студентов аграрного техникума по саду, а позже ребята будут проходить здесь практику. Сотрудничество стало возможным благодаря соглашению, заключенному Минсельхозом Республики и садом «Гигант». С каждым годом площадь плодовых в саду увеличивается, а вместе с этим и объем продукции. На данный момент в предприятии требуется порядка 5 квалифицированных специалистов, а ближе к лету эта цифра вырастет в 4 раза. К сожалению, современные образовательные учреждения не имеют базы, не имеют специалистов, не готовят тех агрономов, которые нам нужны. И во всем мире, кроме нашей страны и других стран, некоторых садоводов готовят, агрономов готовят в саду. Он полдня в аудитории, полдня в саду, каждый день работает. Мы хотим немножко приблизить к этому. Для этого мы создали у себя на предприятии учебный класс, создаем сейчас, аудиторию. Мы подготовили программу для подготовки плодоводов. А дальше они будут приезжать, учиться день, каждую неделю, один день у нас, полдня в аудитории, полдня в саду. И так в течение всего года. Так мы готовим специалистов. Закончив осмотр цеха, экскурсия продолжается в насосной станции, откуда опрыскивается весь сад. С помощью капельной системы подпитывается каждое дерево. Водоем наполняется с реки Асы, и постоянно он стоит полный, и, соответственно, в зависимости от его воды, как расходуется, соответственно, пополняется. И для подстраховки у нас стоит вот водонапорная башня, в которой круглые сутки вода у нас есть. Как выращивают и хранят саженцы, чем удобряет почву и какой объем воды поглощают деревья в сутки. Ребятам рассказывают все тонкости работы на предприятии. Эти студенты – будущие первые квалифицированные аграрии, которые пройдут подготовку в регионе. Кстати, сад «Гигант» не единственное предприятие, где студенты будут проходить практику. Так что у сегодняшних выпускников все шансы на успешное трудоустройство в будущем. Мы планируем и техникум студентов, и университеты возить по всем нашим предприятиям, таких как молоко Ингушетии, у нас есть тепличные комплексы, и по ГУПам, по нашим аграрным. Экскурсия продолжилась и на самих полях, где выращивают яблоки. Студентам уже не терпится поскорее приступить к практике, чтобы не только в теории, но и на практике изучить все тонкости будущей профессии. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня региональная служба занятости населения отмечала свое 25-летие. В этот день, в 1992 году, Временной администрацией республики было принято постановление номер 1 об образовании Государственного комитета по труду и занятости. Символично, что в условиях полной безработицы в 90-х годах основным приоритетом стало обеспечение трудовой занятости населения. Созданная структура стала единственным спасательным кругом для десятков тысяч граждан. Если в 2008 году уровень общей безработицы составлял 49%, то сейчас он снизился на более чем 22%. За эти годы служба занятости республики сформировалась как эффективно работающая структура, оперативно и адекватно реагирующая на запросы рынка труда. Она оказывает широкий спектр государственных услуг гражданам и работодателям. Эти услуги постоянно расширяются, повышаются их качество и доступность. Региональный фонд поддержки предпринимательства уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса в республике. Это один из основных приоритетов развития экономики региона. Так, благодаря поручительству фонда компании по продаже строительных и отделочных материалов «Строймаркет» оказали поддержку в виде предоставления банковского кредита. Это позволило компании вести бесперебойную работу. Большой комплекс «Строймаркета» строится в Насыркорте в районе Абигу общей площадью 24 тысячи квадратных метров. Площадь данная составляет 25 785 квадратных метров. И проект является социально значимым для Республики Ингушетия. Планируется создание порядка 72 постоянных рабочих мест и около 60 миллионов отчислений в бюджет республики. На сегодняшний день «Строймаркет» проявил инициативу по строительству такого огромного торгового центра, гипермаркет, я сказал бы, что И благодаря фонду поддержки предпринимателей была оказана поддержка, фондом была оказана поддержка, и один из банков, региональных банков, спонсировал, прокредитовал этот данный проект. И вот сегодня мы видим какой-то результат данной деятельности.
Первый в СКФО цех по производству бытовой химии открыли в Назране. В предприятии производят 4 вида моющих средств. Эта бизнес-идея реализована в рамках государственной программы по поддержке предпринимателей. Таким образом, государство заботится не только о благосостоянии бизнесменов, но и создает новые рабочие места. Например, это предприятие обеспечило работой 10 человек. Репортаж Светланы Томовой. Продукция бытовой химии считается одной из самых востребованных на рынке, поскольку аналогов ей не существует, а это значит, что товар всегда будет в спросе у покупателей. Адам Акеев, изучив рынки, долго думал, какой бизнес перспективнее в регионе. Решение пало на бытовую химию, так как ее не производят не только в республике, но и во всем СКФО. Необходимое оборудование у предпринимателя уже закуплено. То, что мы видим первое, это линия по розливу 5-литровых канистр. Разливается жидкое мыло. В основном связано для того, чтобы наведение порядка, для использования в домашних условиях, мытье полы. Здесь следующее мы видим, это здесь идет процесс приготовления. Это 2 реактора по тонне, при котором одновременно готовятся разные виды мыла. Следующее мы видим, это оборудование специально закуплено для очистки воды. Здесь настой высокой очистки воды для использования в самом производстве, где при очистке остается только чистая молекула воды. И она 90% качества продукции зависит от самого качества воды. И потому мы вынуждены были закупить это специальное оборудование. Дальше мы видим линию, где непосредственно уже разливается, этикируется и укладывается в гофротару продукция, уже, которая готова, уже розлита, уже непосредственно, которую можно продавать в торговую сеть. Пока производство расположено в одном помещении, здесь, как и подобает, чисто и аккуратно. Каждый сотрудник занят непосредственно своим делом. Благодаря открытию этого цеха удалось обеспечить около 10 рабочих мест. Например, на этом аппарате для выдува полиэтиленовых бутылок делают около 2000 единиц в день необходимого размера тары. Моя работа заключается в том, что я налаживаю линию, налаживаю оборудование и отвечаю за качество бутылки. Сегодня с утра я выдал 1150 бутылок. Работа вообще не сложная. Я очень доволен, что открыли у нас это производство. С принятием решения и оформлением различной необходимой документации предпринимателю помогли в Минэкономике республики. Открытие такого цеха помимо дополнительных рабочих мест – это еще и налоговое поступление. И в министерстве планируют оказать поддержку в развитии такого бизнеса. Это очень хороший плюс в плане того, что цены снижаются на данный вид продукции именно у нас в республике. То есть наш потребитель, наши граждане, они смогут данный вид продукции покупать гораздо дешевле. То есть если мы сейчас смотрим по аналогичной продукции, по ценам почти в 3 раза цены ниже, а качество такое же. Очень часто покупатели сталкиваются с некачественной бытовой химией, а та продукция, которая выходит под известными марками, как правило, не каждому по карману. Потому ингушская марка бытовой химии ставит акцент не только на низкую цену, но и высокое качество производства. Та продукция, которую сегодня привозят, это продукция, которая через 3 руки доходит до них. Сами заводы отдают их крупным оптовикам, оптовики средним оптовикам. И пока она дойдет, она увеличивается в цене. А здесь они могут прямо у себя в республике, никуда не выезжая, приходить, выбирать та продукция, которая им нужнее. В планах у предпринимателя расширить производство и поставлять продукцию в другие регионы. И если за пределами республики предприниматели могут приобрести только ту продукцию, что им предлагают, то здесь готовы производить химию еще и по заказу. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24. Обсуждение проблем медиаотрасли и презентация наиболее интересных проектов в общеокружном сегменте. Такие задачи поставлены перед участниками 5-го международного форума средств массовой информации. Встреча представителей СМИ, власти, экспертного и делового сообщества, пресс-службы и блогеров пройдет в этом году в Ингушетии с 30 ноября по 1 декабря. Участие в нем примут более 600 гостей. В списке почетных гостей полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавинцев, министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, заместитель министра образования и науки страны Сергей Кравцов и главы субъектов. Регистрация на юбилейный форум уже завершена. Планируется, что в нем примут участие 500 журналистов. Пройдут пленарные заседания, мастер-классы, выступления спикеров, экспертные сессии и круглые столы. Кроме того, будут открыты 8 крупных выставочных площадок СМИ.
В эти дни весь мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммада мир ему. Он приходится на 12-й день 3-го месяца лунного календаря. Это один из самых почитаемых месяцев в исламе. Мусульмане традиционно совершают молитву, раздают милостыню нуждающимся. 2 декабря в 10 часов в центральной мечети Назрани состоится мехкомолот. В мероприятии может принять участие каждый желающий. Rabiul Awwal botbe. Aqqa ve märktsara hans haddoj dolch. Shot dinaha. Şola dikabr qulqızı ve märktsara daqç məjdiki Nazrani ve moktebi xıjı del elç xestve golajı sağalı dılajı mavlid beştolaj motigi. Çıdaha ve märk xoşki su qaykırıldı çambolaj varqı Tabula tsiksa qiti del elçiler hama daqlatsa işte mosti gölge ve naxga ve qamanah daxitiji masbolçu verdiya bolj bonaq qaykırıldı mostigi ehtu barhadul sağa qit vashi balgur vashi zirtir vashi salım dojdur elç xahveri elç xastveri mostik xugölje mostigi. В Малгобекской районной больнице прошла акция «Розовая лента». Она направлена на профилактику, предупреждение и раннее выявление онкологических заболеваний. Прием вели врачи широкого спектра услуг. Медики Малгобекской районной больницы работают совместно со специалистами Республиканского онкологического диспансера. Акция «Розовая лента» проводится с периодичностью раз в 2-3 месяца. Ведем осмотр, обследование. А также сразу из обследования говорю, что выполняем маммографию, вернее, УЗИ молочных желез, а онкомаркеры сдаем, это начиная от К125, заканчивая онкомаркерами молочных желез. Вот, ну, пока ведем прием, есть несколько пациентов, которые мы поставили под вопросом нехороший процесс, и их будем уже в дальнейшем направлять в Республиканский онкологический диспансер для дообследования. Ингушетия в пятерке лидеров национального рейтинга трезвости региона в России. Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания провели совместное экспертно-аналитическое исследование. При этом учитывался объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. Каждый из видов алкоголя анализировался и ранжировался отдельно, а затем был объединен в один критерий. Замкнули рейтинги из 85 регионов Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Для чего в Китае работники страусиных ферм используют разноцветные носки? С таким вопросом программист из Сунжи обратился к участникам телевизионной игры «Что, где, когда». Руслан Галаев не первый раз застает знатоков врасплох мудреным вопросом. Вторая попытка оказалась удачной и принесла Руслану 50 тысяч рублей. Слово Мадине Пугоевой. Против вас играет программист Руслан Галаев, город Сунжа, Ингушетия. Вопрос нашего земляка, прозвучавший в эфире зимней серии программы «Что, где, когда», для участников оказался непростым. Знатокам предстояло отгадать, для чего в Китае работники страусиных ферм используют разноцветные носки. На раздумье членам интеллектуального клуба дается ровно минута. На страуса не надеть такой носок. Различать, ребята, различать маленьких страусят. Да, может быть, на руку, ребята, а может быть, на руку надеть зачем-то? Яйца в разные. Различные варианты ответов скорее сбили с толку команду знатоков. В итоге остановились на том, что в таких носках хранятся страусиные яйца. А поскольку они разноцветные, то и понять, кому из животных принадлежит, будет несложно. А вот правильный ответ на вопрос слегка удивил членов интеллектуального клуба. Страус прячет голову в песок, чтобы не боялся. В каких случаях нужно страусу? Ну, конечно, господин Авдеенко, конечно. Конечно же, китайские фермеры пользуются носками, посмотрите на экран. При транспортировке птиц с носком на голове страус ничего не видит и избежит стресса при переезде с места на место. 1-0 в пользу телезрителей. О том, что сможет обыграть команду знатоков, Руслан Галаев даже не думал. Простое любопытство, переросшее в хобби, в итоге принесло ему неплохой куш. В копилку телезрителей добавилось 50 тысяч рублей. Для программиста из Ингушетии приятной неожиданностью стал сам факт его участия в программе, не говоря уже о выигрыше. Конечно, всей семьей сидели и смотрели. Мне в этот вечер многие звонили. Конечно, было приятно.
обрадовался. Эту минуту я особо и не слышал, как они обсуждали мой вопрос. Я отвечал на звонки. Мельком я слышал, что они обсуждают, там, на голову может надеть. Я думал, может ответить. И у них были разные мнения. О необычном способе транспортировки страусов Руслан Галаев узнал совершенно случайно. Будучи программистом в школе, он периодически мониторит социальные сети и следит за новостями, параллельно успевая пополнять интересными фактами свой багаж знаний. Кстати, ранее он уже принимал участие в программе «Что, где, когда». Правда, первая его игра со знатоками дала ему лишь ценный опыт. Против вас играет Руслан Галаев. Но, госпожа Полуша, на самом деле никакого секрета нет. Руслан прислал вопрос, но ни город не указал, ни фотографию не выслал и пропал. Надеюсь, откликнется, если выиграет. С тех пор Руслан загорелся желанием обыграть команду знатоков. За 2 года он успел отправить около 500 вопросов, и только сейчас ему посчастливилось снова принять участие в телеигре. После долгожданной победы молодой человек решил вновь попытать удачу. Возможно, в ближайшем будущем имя программиста Исунжи мы вновь услышим в эфире Первого канала. Хочу, конечно, обыграть, по моему мнению, лучшую команду. Это команда Сиднева, где играет всем известный Александр Друсть. Вот, хочу с ними сыграть, если получится, конечно, если мой вопрос пропустят. И, конечно, итог мой финал года — выиграть хрустальную сову или бриллиантовую сову. Учащиеся школы, в которой работает Руслан, решили взять с него пример. В свободное время ребята стараются прочитать как можно больше книг о животных. Даже если им не удастся повторить дебют своего учителя, знания, которые они получат, пригодятся им в повседневной жизни, уверен Руслан Галаев. А значит, его хобби принесет пользу не только ему, но и окружающим. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. Ком молодежи Ингушетии решил запустить специальную телефонную линию для представителей молодежной среды, которые оказались в тяжелой ситуации и нуждаются в поддержке. Не с каждой проблемой можно пойти к родителям или друзьям. Не каждый знакомый или приятель готов поддержать. Именно для подобных случаев открыта линия телефона доверия по номеру, который вы видите на своих экранах. Обратиться может каждый, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Молодежная телефонная линия доступна в любое время для любого человека. Квалифицированные специалисты ответят на вызов, выслушает и при необходимости подключат к разговору психологов или социальных работников. Древний меч в византийском стиле и керамический сосуд пополнили фонд Краеведческого музея. Экспонаты, предположительно, принадлежат бронзовому веку. Уникальные раритеты были обнаружены в ходе строительных работ. По мнению специалистов, эти находки могут ответить на многие вопросы историков. Подробности у Залины Магушковой. Меч имеет довольно-таки внушительные размеры, то есть длина клинка очень длинная, но еще не очень удобная для сражения. Этот меч найден во время строительства дороги в предгорном сельском поселении Алкун. Строители обнаружили его во время раскопок глубиной всего в 1,5 метра. Начальник участка Магомед Сайнароев необычный ржавый предмет решил принести в музей краеведения, чтобы определить, представляет ли он историческую ценность. По словам сотрудников музея, меч уникален тем, что редко встречается на территории Ингушетии и аналогичен византийским. Это обоюдоострый меч длиной 86 сантиметров. И по предположению он датируется где-то 4-6 веком нашей эры. Он является как бы переходным между мечами-акинаками, палашами и саблями хазарского типа, которые у нас очень много в коллекции. Это сабли, их называют хазарского или аланского типа. Вот эти сабли, они датируются уже 8-12 веком. В музей поступил и этот небольшой керамический сосуд. Он также был случайно найден во время строительных работ, но уже в одном из частных подворий в селении Барсуки. Рашид Умаров, который нашел их на глубине примерно 1,5-2 метра, сразу принес сосуд в музей, заранее прикрепив треснувшую часть скотчем. Сосуд сотрудники музея скоро отреставрируют. Специалисты относят его к бронзовому веку. Это конец 3-го, начало 2-го тысячелетия до нашей эры. Об этом нам говорят и форма ручек, и орнамент, нанесенный на сосуд. И изучая такие экспонаты, мы можем сказать, что в селении Барсуки в эпоху бронзы проживали люди,
с довольно-таки хорошо развитым гончарным производством, которые изготовляли вот такие оригинальные сосуды. Предметы археологии, как правило, поступают в музей вследствие археологических раскопок и случайных находок жителями. Коллектив музея имени Тугана Мальсагова не устает благодарить всех тех, кто проявляет гражданскую позицию и делится предметами, имеющими историческую ценность. Залина Магушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.